В России совершенствуются программы обучения сержантов-профессионалов. Сейчас на базе одного из полигонов на Донбассе действуют учебные центры, где младший командный состав готовят в соответствии с самыми современными требованиями. Среди обучающихся и преподавателей есть и военнослужащие из Башкортостана. Подробнее в следующем репортаже. Или вас что, с хлебом соли здесь встречать надо? Ничего подобного. Понятно? Так точно, так точно. Вот еще раз будем отрабатывать. Граната! Граната! Инструкторы обучают будущих сержантов быть всегда начеку. На передке угрозы везде и повсюду. Необходима максимальная концентрация внимания. Предстоит пройти обучение по занятиям высот, захвату и удержанию опорных пунктов под прицельным огнем. Впереди ждут контактные бои, когда расстояние до противника исчисляется метрами. Уши никогда не закрываем. Даже при контузии, если он получил контузию, с ушей кровь идет, не блокируем уши. Что мы делаем? Мы вокруг мотаем, чтобы вы понимали. Вот так, вокруг. Задача уроков санинструктора тактической медицины – научить ребят выживать и оказывать помощь товарищам, если вдруг произойдут ранения и травмы на поле боя. При любом ранении это самое главное — сохранять контроль и хладнокровие. Потому что паника, растерянность – это в гибели. Если человек себя контролирует, даже через боль берет себя в силу, руки и начинает перебинтовать, то это как бы спасает жизнь. Необходимо спасти жизнь человека в первые минуты, предотвратить развитие тяжелых осложнений, оказав помощь в экстремальных условиях. Практика показывает, что даже опытные медики теряются, находясь под обстрелом. В ситуации, когда гремят взрывы, важно не только оказать неотложную помощь, но и эвакуировать раненого из-под огня. Ребята все приходят разные, приходят со всех разных подразделений, то есть и танкисты, и артиллеристы, все с боевым опытом уже. Кто-то воюет 2 года, кто-то воюет 3 года, кто-то уже воюет и не одну войну. Подготовка у кого-то на 4, на 5. Мы подтягиваем, поправляем, объясняем. Здравствуйте, товарищи! Здесь же на полигоне проходят теоретические учебные занятия. Попасть в школу сержантов сложно. Отбор жесткий, попадают сюда самые достойные солдаты, отличившиеся в бою. Данный набор 14-й по счету. Наступление под прикрытием огня артиллерии и минометов, саперное дело и противодействие вражеским БПЛА – это далеко не полный список навыков, которыми в теории и на практике овладевают военнослужащие. Самое главное – заставить командира думать и принимать правильные решения. Данный беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины Хаски-10 был сбит с автомата буквально на днях. Он обнаружил себя тем, что подавал отражающие сигналы. Изготовлен он из дешевого пластика. Вооружение у него, конечно, сейчас сняли. Никакой угрозы он не представляет. И сейчас он находится в местном музее. Здесь уже некуда складывать трофейную технику. натовские подбитые крылья, как и прочее вооружение, заняли целый блиндаж. И во время Великой Отечественной войны Георгий Константинович Жуков говорил, что армией командую я и сержанты. Булат Садриев, Ильдар Байбулатов, Артур Галеев. Новости. Краснолиманское направление специальной военной операции.